Мы только едем с Веей, думаем о том, что мы давно не катались на лошадях. Тут смотрим, стоит статуя. Примерно так начинался наш путь до базы отдыха Батамай. Почти 200 километров по дорогам, вот по таким дорогам. И по таким дорогам, а потом еще вот по таким дорогам. И все это, разумеется, с груженным прицепом. Последние километры мы ехали по песчаному берегу реки Лена, а сзади неспешно скакал наш прицеп. Уже смеркалось, когда мы добрались до базы, а еще нужно было разгрузить бутер, расположиться, ну и чего-нибудь съесть. На территории базы стоят гостевые домики, уличные туалеты М и Жо, открытая терраса, баня, которая, кстати, в этот момент была на ремонте, и, разумеется, общая тусовочная. В избушках простецкая деревенская обстановка, несколько кроватей, дровяная печка, пара стульев, да здесь больше в принципе ничего и не надо. Ну а пока мы разжигали огонь в мангале и готовили кушать, наши девчонки весело проводили время на веранде, плясали и радовались первому снегу. Хотя это, кажется, был уже следующий вечер, ну ладно, неважно. В общем, на базе жизнь кипела, а народ приезжал и приезжал. Все расселись за столы, кто-то наелся, а кто-то нажрался. Ну и куда же без гитары. Провода, в сумерках города, вот и зашла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать. Так, вчера девочки залупались, что типа разбудите нас, когда пойдете лодку качать. Вот идем, домик номер 2, 5-я попытка разбудить девчонок. Прошло 15 минут, не открывают. Пойдемте. Все, мы потом... сделали все, что смогли. Да, уже 4-й раз вот решили доказательства заснять. Лодка собрана, мотор подвешен. Рыба ждет, ну и как говорил Юра Гагарин... Пиздуем отсюда! По дороге мы то и дело приставали к берегу, кидали спиддинги и кормили байная. Ну, показывай. Правда, за пузо поймал, но поймал. Наша вкуснятина. Чего-то поймал, поймал! Сука, 3 штуки на каждый. Учись, бля, сынок. Охренеть! Вот это блесна! Вот это заядлый охотник и рыбак! Алкоголь. Ну давай, хвастайся! Хрена себе, килограмм сколько тут? Килограмм 7, наверное, общим весом. Стайка стояла. А еще, пока мы неосмотрительно встали на берегу со скалами, как раз на территории заповедника, к нам причаливала лодка природоохранников. Докопаться было не до чего, но все же рыбачить мы решили на острове. И, кстати сказать, не зря. Мелкая клюет, это, говорит, собака не наест. Как на вас повлияла встреча с инспекторами природоохраны? Вообще хуй на них знает. Нам на руле успели разобрать. И утку скинуть за борт. Сахатова купил. Хэп. Ваша заслуга. Фотографируешь, отпускай. Отпускай. Время на реке течет незаметно, а вот на базе нас уже заждались.
О чем, собственно, нас и оповестил прорвавшийся сквозь белые пятна в зоне покрытия сотового оператора телефонный звонок. Пора двигаться на базу. Лодка не вмещает 10 человек, а наши спутницы тоже хотят на реку. Точнее, на ту сторону реки, ближе к Ленским столбам. Опа! И, кстати, да, не забывайте резиновые сапоги. Гаджет бери. После недолгой погрузки новый экипаж сказал только уже женским голосом и ушел в туман, оставив нас с собакой на берегу. Народ на базе шуршал по хозяйству. Все как у классика. Перебрали крупу, приготовили дров, разожгли огонь в очаге. Ну а мы пошли разбираться с нашим уловом. Очень хотелось показать вам все безудержное веселье, но, к сожалению, оператор на тот момент ничего путнего снять не смог. Поэтому вот вам пара куплетов бардовской песни, а остальное не прошло цензуру. Извиняйте. Нам, сестренка, на юг, наша мама на юг улетела недавно. Здесь ни сбавный, ни мед, это каждый поймет, а с отцом и подавно. В доме трам-тарарам, папа нас по утрам кормит жжёною кашей. Он в делах как дыму, и ему потому не до шалости. Под утро батарейки хватило лишь для того, чтобы сделать пару кадров в лодке, покрытой снегом. Так на реке мы встретили первый снег, проводили осень и потихоньку поехали домой. Ну а если вам понравилась наша история, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!